До сих пор на них не могу найти информацию, когда они были созданы. Но факт то, что девочка в русском комплекте и девочка в якутском комплекте. Это очень-очень символично. Такого рода раритеты, конечно, сегодня большая редкость. Но игрушки советской поры, с которыми связаны самые теплые детские воспоминания, у современных бабушек-дедушек и даже мам и пап еще можно найти в любой домашней кладовой. Самыми стандартными игрушками были шары, но в дальнейшем, когда стали развивать производство, появились персонажи с наших литературных произведений, кинофильмов. Например, после цирка появились клоуны, собачки, обезьянки. Но в каждой коллекции самым желательной игрушкой было изображение Деда Мороза. И обычно их было мало. Там Мальвин, Хоттабыча, Деда Мороза, их раскупали быстро. И поэтому это были дефицитные игрушки. Новогодняя пора у Надежды самая любимая, еще и потому, что в начале января у нее и старшего брата дни рождения. Вспоминает свою первую большую профсоюзную елку. В коллекции Надежды игрушки советской поры, начиная с 50-х годов. Каждая отражает те или иные этапы развития СССР. Например, в 60-х появились игрушки в виде луковицы или кукурузы. Чуть позже популярными стали формы на космическую тему. Здесь тем, что у нас шла особая продовольственная программа, чтобы каждый человек имел полноценное питание, то и игрушки стали у нас появляться с предметами, продуктами. Вот лук. Ну, конечно, не обходилось и без милых игрушек детства. Это мячики. 60-е годы. Развитие космоса. И, естественно, вот эти дирижабли, то, что напоминало нам космические корабли, и появляются игрушки, которые имеют узор в виде кругов. Многие коллекционируют Дедов Морозов. Самые ранние, они относятся к довоенной поре или после Великой Отечественной войны, выполнены вручную из ваты и гофрированной бумаги. Украшая елку такими игрушками, это еще один повод рассказать историю вашей семьи, вашего рода детям через дорогие сердцу новогодние игрушки. Ну и теперь самые заветные слова: «Елочка, зажгись!» Все, чудо произошло.